Во время посещения парламента 26 апреля новый посол Китая в Мексике встретил протест депутатов с тибетским флагом. Согласно видео, опубликованному в социальной сети уйгурского движения, флаг Тибета был развернут в знак протеста против посла Китая в мексиканском парламенте. Под лозунги «Свободу уйгурам» и «Нет концлагерям» послу пришлось покинуть здание парламента. Казахстанская полиция, вмешавшаяся в антикитайскую демонстрацию в Алматы, задержала активистов. Сообщается, что Казахстан и Китай вот-вот подпишут соглашение о взаимной отмене виз, при этом казахстанцы протестовали против наплыва китайцев в Казахстан еще до реализации соглашения и заявляли, что будут выступать категорически против заключения подобного договора. Представители базирующегося в Вашингтоне уйгурского движения продолжают встречаться с депутатами и неправительственными организациями в австралийском парламенте, чтобы обеспечить признание геноцида в Восточном Туркестане в австралийском парламенте и повысить осведомленность по этому вопросу. В Восточном Туркестане создается страна Синьцзянь, в то время как турецкий народ, особенно уйгуры, истребляются в результате геноцида, вторгшихся китайцев, поселившихся в регионе, поощряют становиться ложными уйгурами, воруя уйгурский фольклор и искусство. Все люди на видео выглядят как уйгуры, но они являются китайцами. Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что Индия желает улучшения отношений со всеми странами, однако это не касается Китая. Подчеркнув, что Китай находится в другой категории из-за пограничных споров и ненормального характера действий, Джайшанкар сказал, что все это является результатом нарушения Китаем соглашений об управлении границей. Основатель Alibaba Джек Ма, который был вынужден бежать из страны после критики правительства Китая, возвращается к своей первой работе в качестве учителя. Джек Ма, основатель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, вынужденный бежать из страны и продолжает свою карьеру в качестве приглашенного профессора в Токийском университете в Японии. 27 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил международное соглашение с Кыргызстаном о пересечении границы по удостоверению личности. Согласно документу, граждане Кыргызстана и Узбекистана могут официально пересекать границу без паспорта и печати, но для электронной проверки потребуется удостоверение личности.